Салам алейкум. Ты серьезно? Ты пьешь колу, что ли? Ассалам. Ты серьезно пьешь колу? Конечно, брат, мне можно сейчас. Ты же хочешь в феврале вернуться обратно в клетку. В феврале, не, в марте же. Марте, дӯстони гиромӣ, шумо мехоҳед беҳтарин телефонҳоро ба сифати аъло ва нархи дастрас харидорӣ кунед. Ман ба шумо сомонаи alabum.com-ро тавсия медиҳам. Шумо танҳо пули телефонро медиҳед ва бурда расониданаш ба ҳама шаҳру вилоятҳои Россия бепул аст ва ҳатто ба Тоҷикистон низ телефонҳои шуморо бепул бурда мерасонад. Сифати олӣ ва нархи дастрас дар alabum.com. первый вопрос, наверное, уже Нурло нам ответил, да? В марте ты вернешься в клетку Fight Night. Да, иншаллах, в марте. Да, отлично. Расскажи ты сейчас, где и как проходит твоя подготовка и под чьим руководством? Сейчас мы с нашей командой Хасавюрты, Дагестане, тренируемся у Магомеда Гусейнова. Под его руководством тренируемся, хотим потянуть чуть борьбу, делать чуть сильнее. А так в конце, думаю, в феврале вернемся в Москву, проведем второй сбор чисто ударку. Иншаллах, в марте будем в хорошей форме и выйдем. Подеремся. Сразу тебе встречный вопрос. Кто такой Магомед Гусейнов? Каких именитых бойцов он тренировал? Расскажи про него. Магомед Гусейнов был, не знаю сколько лет, тренером сборной России по вольной борьбе. Он тренировал всех чемпионов мира, Абдулрашида Садулаева, Аббасова, всех. Ну, я так имен не знаю, но все чемпионы мира, которые сейчас они тренируются. У него тренировались и до сих пор приходят к нему. Машаллах. А кто твои именитые спарринг-партнеры на данный момент? Сейчас я спарринги делаю со своим братом, который со мной приехали, Асадулла Ираш, Алиджон. Скоро придет, через 2 дня Нурокшо приедет, и завтра Ильшот приедет. Пока только тянем борьбу, так спаррингов особо не делаем. То, что ты мне говорил, помнишь? Ты говорил, что я хочу поехать в Хасавюрт и там набрать выносливость, мощи. Да, перед боем, помнишь, я сказал, если я бой выиграю, я поеду туда, в Хасавюрт, чтобы чуть поднять свою выносливость, побороться нормально, чуть подтягивать свою борьбу. Отлично. После того, как ты поработаешь немножко в Хасавюрте, потом какие планы? Куда потом ты поедешь? Я думаю, в феврале я приеду в Москву, в зал Evil Gym, как всегда, там готовиться, там буду готовиться со своим тренером Пашей. Все, извините, перебью, мы официально можем назвать Пашу, Павел, как его фамилия, напомни, пожалуйста. Фамилия не знаю. Малышев. Павел Малышев. И Павел Малышев официально, он твой главный тренер, правильно? Да. Следующий мой вопрос такой. Камил Гаджиев на одном из своих интервью сказал, что Нурло Алиев, я бы хотел, чтобы он подрался против Кирилла Крюкова. Как ты сам смотришь на это, Нурло? Ну, я тоже много чего хочу, брат. Ну, я же на 77, как вы все знаете, я маленький, я перегнал там мою 2 килограмма. Мне без разницы, кто кого дадут мне, я никогда, ты знаешь, то, что все знают то, что я соперников никогда не искал себе, если Крюков сделает 70. Ну, я хочу выступить на 70, раз я уже сам 83-84 вешу. Сейчас? Я могу сейчас с ним подраться на 74, если он сможет сгонять. Напросто подеремся на промежутке. На промежутке 274 килограмма. 74. Я правильно понимаю, если Кирилл Крюков сделает вес 74 килограмма, то ты согласен с ним подраться. А вообще ты как сам считаешь, это правильно то, что тебе предлагают Кирилла Крюкова? Вот твое мнение, что ты сам думаешь о нем, как о бойце? Ну, хороший боец, я о нем что могу думать? Я ничего не думаю вообще, я не думаю, если дело придется подраться с ним, то на 7-7, но они много раз дрались, я вот только
можно сказать, первый серьезный бой на 77 вот, провел. А так на 74 на промежутке, как мне говорили, то, что он тоже много не гоняет, думаю, на 74 может сгонять. Если на 74 сгоняет, то запросто побьюсь. Помнишь, ты мне говорил про то, что у тебя были планы такие, ты хотел бы подраться еще с Куатом Хамитовым, у тебя нерешенный вопрос с ним. Что об этом расскажешь? Ну, как решит организация, сейчас я нацелен на другой бой у Куата. Бой скоро. Он проведет, думаю, отдохнет. Так, если он выиграет, я выиграю, может быть, этом бою состоится. А ты сам вообще считаешь этот бой интересен? Потому что, насколько я знаю, Нурло, насколько я понимаю, у меня такое понимание, что ты молодой, прогрессирующий боец. Даже, допустим, если ты выиграешь Куата, все скажут, что вот Нурло молодой, перспективный, подрался с парнем, который уже почти в пенсии, да, там уже за 30 ему, а ты ведь только 22-23. Тебе этот бой вообще нужен? Ну, как сказать, опыт против молодости, надо же проверить себя. Незаконченное дело надо закончить. Покажи немножко обстановку. Какая у тебя обстановка вообще там в Хасавюрте? Ты где живешь? Обстановка. Сейчас я с друзьями. Асад, салам алейкум. Сози, брат, пенджи. Эрач Кали. Эрач. Нурло, у тебя вообще какие планы в лиге Fight Night? Чего ты там хочешь? Ты хочешь там забрать в пояс? Вообще, что ты хочешь там? Я сейчас, у меня 3 боя по контракту, я второй бой проведу, третий бой посмотрим. Сейчас я вперед не могу ничего сказать. Понял тебя. Расскажи немножко об атмосфере в спортзале, в Хасавюрте, о местности, о ребятах, о твоих спарринг-партнерах, вообще о Дагестане немножко расскажи, какие у тебя впечатления. Знаешь, что ты там не первый раз, но ты спустя несколько лет ты опять поехал туда, и какие у тебя впечатления, какие новые, у тебя там есть что-нибудь? Ну, в Дагестане всегда меня хорошо встречают. В залах, например, все парни, как уже хорошо с ними общаемся. Атмосфера хорошая, и тренера с уважением относятся, показывают, что в зале смотрят за меня, за моих друзей, которые со мной приехали, например, да. Да, все нормально. Вообще, брат очень близко дружим со всеми. Братья в Инстаграме написали, что почему у Нурло больше нету прозвища. Прозвище у меня не знаю, брат. Прозвище надо подумать. А тебе это нужно? Думаю, нет. Ну вот и все тогда. Зачем? И без прозвища все идет хорошо. Машалла. Брат, вот ты знаешь, последние разы, когда у тебя были бои, если ты помнишь, в Самаре, в Астрахани, и постоянно я снимал то, что происходило за кулисья, и показывал людям, как это все проходило на своем YouTube-канале. Но на этот раз все это было на платформе StartFund. Расскажи немножко о StartFund, что это за платформа? Ну, брата, которые в Америке продвигают бойцов, ну, да, кайф дал всех, он хорошо дружу, он как уже родной, близко общаемся. Думаю, в скором времени с ним в Америке у нас будут большие планы, иншаллах. Думаю, этого достаточно. Придет время, думаю, через вот этот бой, думаю, я буду уже тренироваться на следующий свой бой, на третий бой, думаю, буду тренироваться уже в Америке, иншаллах. А ты визу получил? Не, у меня все документы готовы, только осталось вот, когда вот посольство откроют, должны открыть вот. Я сразу дойду, получу, иншаллах. Ты знаешь, что ты встречался с Амиром Мурадовым. Расскажи, какой он человек. Потом я задам тебе второй вопрос. Я его не знал, я познакомился с ним вот в бою, когда после боя он вышел, сказал то, что ну вот ты
прокатил самый лучший бой вечера. И после на 25-е, на следующий турнир мы приехали. Турнир сидели, смотрели. Он подошел к нам, поздоровался, еще раз поздравил. У него очень мужская черта, несмотря ни на что, несмотря на возраст, несмотря на все, он подошел к нам с уважением, сказал то, что всегда в любое время готов помочь мне. Этого достаточно его слов. Ну, первым делом что было? Мы поехали в гостиницу, да, все вместе собрались. Сначала покушали колу, попили, потом, да. Потом мне дали телефон, и я начал. Там меня очень многие написали, очень много людей поздравило, я начал отвечать. Позвонил родителям, тоже поговорил с ними, все были очень рады. Весь мой народ в тот вечер не спал. Весь наш народ. Весь наш народ. Я же тоже таджик. Короче, все смотрели бой, не спали в тот вечер, да. Ты патриот, брат, патриот просто. Спасибо, брат. Что тебе сказал твой старший брат? Я знаю, что он всегда тебе говорит о твоих минусах. Что в этот раз ты им доделал? Что тебе сказал твой старший брат? Алик. И еще старший, как зовут? Алик, потом еще кто был? Бахруло. Они мне позвонили, поздравили, сказали то, что все четко было, все отлично отработал. Они перед боем мне звонили, говорили то, что не давай дистанцию, всегда работай первым номером, но они меня поругали, то, что почему ты не работал первым номером. Но я им объяснил то, что я не дрался 1,5 года, не смог там поймать дистанцию, свои отговорки были. Потом все, они были очень рады, то, что я 1,5 года не выступал и вышел в такой бой. Ну, у меня же тоже соперник был очень хорошим, поэтому получился хороший бой. Главное не как провести бой, главное по плану и выиграть бой. Машаллах, все правильно. Главный результат. Конечно. Отлично. Нурулло, как ты сам вообще считаешь в твоем крайнем бою, что именно не хватило, чтобы ты доминировал на все 100%, как ты делаешь это обычно? Ну, мне не хватило чуть набрать веса. Я во время боя, я на взвешивании был 75-800, во время боя я вышел 82, а мой соперник, я думаю, вышел по 90. Думаю, из-за этого чуть физики не хватало мне. Значит, мы можем сейчас сделать вывод и понять, что ты, наверное, все-таки уже спустишься в весовую категорию 70 килограммов, да? Именно этот вес твой. Ну, я второй бой, думаю, проведу на промежутке, иншаллах, посмотрим. 74. Да, третий бой еще посмотрим. Может. Просто когда вот на 77 перешел, мой вес, само собой. Сейчас... Непонятка сейчас. Сейчас ты прям, я смотрю, пьешь колу и кушаешь все подряд, то есть, да, там ты не набираешь. Ну, да, я все кушаю, вот даже нам 3 раза в день кушаем очень хорошо, все позволяем себе. Сладкое я очень, ты знаешь, я сладкое много кушаю, сладкое кушаю ничего. И весь так остается 80-84. Вот. Ну, я думаю, что свой организм не мучит. Ну, 9-10 килограмм хватит сгонять, чтобы на 74 выступить на промежутке. Круто. Ты хинкал покушал? Да, покушал. В Чечне вот, мои братья позвали меня. Ну, не позвали, они сами приехали, забрали меня. Сулим, Меди. Ну, я фотку ставил уже с ними. Да, я видел. Они вот 2 раза, вот 2 дня подряд приходят, забирают меня. Мы поехали. Из-за этого вот чуть поздновато потренировать. Поехали сегодня в Чечню, на горы, там чуть прогулку сделали. Скажи же, в Грозном очень красиво. Да, очень красиво. И хинкали покушали там. Машаллах.
Да. Нурло, спасибо тебе большое. Братьям, которые стоят слева от тебя, правильно, да? Или справа от тебя, получается? Всем салам алейкум, братья. Скоро прилечу, мы увидимся. Все, мы тебя ждем, брат, обязательно. Тебе увидимся, до новых встреч, брат. Пока. Всем салам алейкум, спасибо всем большое, братья, которые были с нами, которые поддерживают, пишут. Иншаллах, в скором времени выйдем и покажем себя. Хоп, брат. Здорово. Здорово, небо.